Абдурахман Мурадасилов – видный партизан, политрук группы Алуштинского партизанского отряда, боец Бахчисарайского отряда. В боях и засадах Мурадасилов уничтожал живую силу противника. В Алуштинском отряде не раз выполнял секретные задания. Доставлял важные данные и продовольствие. В одной такой вылазке лично ликвидировал 2 румынских солдат. Сегодня в библиотеке Гаспринского хранится его личный архив с фотографиями, документами, рукописями и медалями. Это уникальный человек своего времени. Здесь есть удостоверение его орденов и участников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Здесь орден партизану Отечественной войны и за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Среди архивных материалов есть интересные фотографии Абдурахмана Мурадасилова. В довоенные годы он возглавлял санаторий в Буюкламбаде, и здесь хранятся несколько его фотографий, которые очень характеризуют его как ответственного человека, хозяйственника. Вот здесь он представлен как на проверке техосмотра автомобилей с гаража. Здесь уникальное фото довоенно 1939 года, вот он в характерном халпахе. Здесь фотография, когда он проводит политинформацию, чистку среди работников гаража, санатория. И еще есть уникальные фотографии встречи очередной группы отдыхающих санатория. Военные заслуги не помогли Абдурахману Мурадасилову избежать советских репрессий. Новость о депортации своего народа настигла партизана, когда он проходил лечение в госпитале после ранения. А когда он узнал, что вот весть крымских татар в 1944 году выселяют, депортируют, он тогда набрал... Это опять же типа воспоминаниям внуков, что он позвонил тогда в Москву, подумал, что это чудовищная несправедливость, как это так, но ему сказали, приказы не обсуждаются, но вы, если хотите, вы можете остаться. Но он не остался, он пошел, вернулся, поехал, отыскал своих близких в Янгиюле и отмечался, и тоже участь спецпереселенцев вынес полностью на своих плечах тоже. В Узбекистане Абдурахман Мурадасилов присоединился к национальному движению за возвращение в Крым. Он активно боролся за права своего народа. В архивных папках библиотеки можно увидеть его рукописи и письма, которые подтверждают его роль в национальном движении. Абдурахман ага Мурадасилов, можно сказать, что стоял у истоков национального движения крымских татар. И он возглавлял именно в июле вот эту ячейку. Он сплачивал народ, они собирались в домах крымских татар, писали письма, обсуждали. В его архиве здесь есть уникальные рукописи и письма, в которых он черновики с именами крымских татар, участников войны, и письма лично Брежневу, где он просит, чтобы крымских татар вернули на родину, на истинную его родину, в родной край Крым. Здесь фотографии на Красной площади в Москве и очень много рукописей. Абдурахман Мурадасилов скончался в 1966 году в Узбекистане в возрасте 62 лет, так и не вернувшись на родину.